Этот день навсегда изменил Афганистан. 27 декабря 1979 года, когда на Кабул спустилась ночь. Слышали там все остальное, там, что там происходило, то стрельба там. Советские войска начали спецоперацию по захвату власти в Афганистане. Это история операции «Шторм-333», секретного советского нападения на дворец президента Афганистана с целью убить президента Амина и захватить контроль над Кабулом. Это была кровавая прелюдия того, что ввергло Афганистан в десятилетия конфликта. Развалины дворца Тадж-Бек в Кабуле все еще несут шрамы этого убийства. В то время дворец был резиденцией афганского президента. С тех пор прошло 40 лет, но Факир Мохаммад Факир так никогда и не смог забыть увиденное. В тот день он был срочно вызван во дворец. Внутри дворца все получили дозу яда. Советские спецслужбы пытались отравить афганского президента. Амин саиб суб вазият дуст дашт. Даму суб ами ашпаз. Зар андахта, денами нафар, марбут ба КГБ буд. Президент Афганистана Хафизулла Амин упал без сознания, съев суп. Факир был министром внутренних дел в его кабинете. Он поднялся наверх в президентскую спальню. Амин саиб тахт иптида буд. Ду нафар доктор руси буд. В следующие 4 часа советские врачи, ничего не знавшие о заговоре КГБ, делали все, чтобы спасти жизнь Амина. Но президенту Амину по-прежнему угрожала опасность. Витас Луксис был в числе сотен советских военнослужащих, окруживших в ту ночь дворец. 20-летний десантник из Литвы служил тогда в танковой роте. Нашей роты или батальона там задача была не допустить помощь Амину, если такая бы была. И с ночными приборами ночного видения, и даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта. Решение убить Амина было принято Москвой после того, как в Кремле стали получать жалобы на жестокость афганского президента и растущее сопротивление его правлению. Коммунисты захватили власть в Афганистане в 1978 году в результате переворота. Амин отправил в тюрьму и приговорил к смертной казни тысячи афганцев. В КГБ также поступали доносы из Кабула, что Амин связан с ЦРУ. Это вызывало беспокойство. The Soviets felt that their intervention in 1979 was forced because of what they feared would be the imminent collapse of the Afghan communist government and army. It was not a decision that they took lightly, but they believed that if they did not intervene, they would be faced with a political disaster in Kabul. С наступлением темноты советские войска также двинулись к Министерству обороны. Сейчас в этом здании Афганский национальный музей. План состоял в том, чтобы убить начальника генерального штаба Мухаммеда Якуба и обезглавить армию. В тот вечер Давлат Вазири еще был на работе. Вдруг он услышал стрельбу. В то время как советские десантники прочесывали нижний этаж Министерства обороны, Вазири бросился в кабинет Якуба. У того была встреча с несколькими советскими военными советниками. Вазири выскочил в коридор.
Он бежал, пытаясь найти укрытие, но в него выстрелил советский десантник. پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد اینی جمر میخورد دست ما شکست کلشنگو باز پی دا پای راست ما مر میخورد و ایده شکم ما مر میخورد. Вазири бросился в гостевую комнату, но нападавшие начали бросать гранаты, и ему пришлось искать выход. او وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و دا این کلکین ما کلکین آواز کردم پایین خدا انداختم پایین وقتی که پایین انداختم اردو پای مام شکست کمر مام شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده. Тем временем началось наступление на дворец Таджбек. Было темно, даже я думаю, что очень и времени не было этим думать, что где происходит. Ты сосредоточен на задании, на выполнение своих, тебе поставленной задачи. Так что такого там не было. Я знаю, что там штурмовали там спецотделения и так далее, но мы имели свою задачу просто. Слышали там все остальное, там, что там происходило, то стрельба и так далее. Некоторые, по-моему, в гражданском, там, спортодежды, там. Внутри дворца советский спецназ был встречен яростным сопротивлением. Спецподразделения прочесывали этаж за этажом. Амин и его семья в отчаянии боролись за свои жизни. Амин صاحب همراه کرشکوب آمدن سر زینه و زینه را کنترل میکرد که اگر کس میآید سر زن پیر کنه. در این وقت یک مرمی در آن خورد. Амин скончался от ран. Советские войска взяли Кабул под полный контроль. Более 200 афганских военнослужащих были убиты в той операции. Свыше 1000 сдались. Рассекреченные документы КГБ свидетельствуют, что в ту ночь погибли более 100 советских военнослужащих. На утро после штурма Витас Луксис вошел в президентский дворец и увидел то, что осталось после яростного боя. Большой красивый дворец, везде двери распахнутые, там такой беспорядок, там, как я говорю, ковры красивые, там очень красивые, там мебель, там столы, там такие вот, самая эти гипсатура, там так называемая, тоже там люстры, там вот все это красивые, очень, очень красивые, потому что я до этого почти ничего такого и не видел. Была там кровь, там, но таких трупов уже там, по крайней мере, я не видел. Внезапность оказалась ключевой для успеха советской операции. Даже после начала штурма Амин и его окружение не верили, что Москва нападет на своего союзника. مارا از ما رئیس جمهور مارا هم کشت افسرای مارا هم کشت کماندانای مارا هم کشت قدرت سیاسی هم از ما گرفت کلش زندانا پر شد. На следующий день Советский Союз сделал новым лидером Афганистана Бабрака Кармаля. Так началась советская оккупация, продлившаяся почти десятилетие. Советский воинский контингент вскоре втянулся в болото партизанской войны с маджахедами, которых поддерживали США. Сейчас вижу все. Конечно, была ошибка. И ошибка, я думаю, не только там Советский Союз совершал эти ошибки. К моменту вывода советских войск в 1989 году в этой войне погибли почти 2 миллиона афганцев и 15 тысяч советских военнослужащих. The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history not only of Afghanistan but of the world. The Soviet Union, as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated. As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere. Давлат Вазири в конечном итоге стал офицером афганской армии, находившейся под контролем СССР. Потребовалось 13 месяцев, чтобы его раны зажили.
но остались шрамы в душе. از وحشت بالاتر بود به خاطر از اینکه در اون روز من مردم ما را در جمع کسانی که مرده بودند در جمع اونا برده بود وقتی که دیدن که ما زنده هستم ما را در عملیات خانه بردن در شفاخانه. Дворец Тачбек, место убийства Амина, в последнее время начали медленно реставрировать. А Факир Мохаммад Факир все еще не может восстановить свою жизнь. Он провел 10 лет в тюрьме, ожидая, что его расстреляют. Его выпустили только после вывода советских войск. Но потом началась гражданская война. Зародилось движение талибов. اصلا تجاوز روسها که با 6 جدی تصادف داد حمله کرد در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاه‌ترین روز است، بدبختترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از همون روز که شروع شده تا امروز دوام داره. Факир настроен пессимистично. Через 40 лет после советского вторжения он так и не видел мира в своей стране.